Исянмисис? Кадерле дуслар. Исянмисис. А что такое кадерле дуслар? Дорогие друзья. Правильно. Потому что лар – это основная форма образования множественного числа для существительных. Вот. До этого момента мы еще доберемся, но сначала надо немножко освежить и задействовать все, что между нами уже было. Дэвид, как мы скажем, вы не делаете меня счастливым? Сиз мине брхетле итмисез. Фраза грустная, но с грамматической точки зрения абсолютно правильно. А как сказать «я тебя не забуду»? Мин сені unutmayın. Подожди, я как не забуду. Да, помните? Забывать там корень «онет». Значит, соответственно, Unutmayın, может быть. Unutалmayın, нет? Unutmayın или unutалmayın? нет, «онетмейн». Там корень «онет». Не могу Да? забыть. Напомню. Корень «онет». Значит, если сказать «я забываю», как будет? «Он и там». А не забываю. Да. То есть, почему? Потому что отрицательная форма, она одинаковая для всех вариантов в твердом исполнении. «Онетмейн». Мин unutmayın. Вот эта форма. Элемент, который позволяет нам для твердых глаголов отрицательную форму ввести. Положительная форма «она там». Али «она тым». Он и там, да, он и там. Почему? Потому что повелительная форма он и забудь. Ты не пишешь син, а язмысыз. Нет, а где здесь отрицательная вот эта частица? Мой. Значит, Язмысın. да, Язмысın. язмейсон. Да. Корень не пишешь. Корень здесь. Яс. Яз. Ты не пишешь, значит, наверное, что-то в конце должно быть вот такое. Чтобы это стало отрицательной формой, что мы между этими частями ставим? Мой. А есть еще вот такой замечательный глагол Ашарга. ашарга. Что он означает? Есть. А как сказать? Да, кушать в смысле, да. А как сказать? Ешь. Оша. Аша. А вот этот глагол почему-то именно в повелительном варианте все знают. Значит, если мы слышали, вот, допустим, мы просто слышали только эту форму, оша, ешь, значит, какой вы можете сделать вывод? Как спрягается? Я ем. Ашин. Ашейм. Ашамы. Ну, если я не ем, да. Такое тоже бывает. Ашим. А как сказать, он не ест? У ошамый. Да. Не ест. Где-то шурикулар здесь рядом. А как еще раз я ем мин ошим? Ошим. Или ошам? Помните, если у нас на гласную заканчивается повелительная форма, то что это? О чем говорит? Это говорит, что на гласную заканчивается. Да. Значит, форма спряжения мин Ашим. ошим. Да. Ну, помните вот это вот? Ши. Ошим. Да. Сейчас видно, как у Сереги у меня мозг шевелится. Сереж, нам, по-моему, только двоим так сложно. Значит, сейчас мы с вами составим такую фразу, которая позволит вам никогда не забыть вот эту форму. Как мы скажем по-татарски? Кто не работает, тот не ест. Ким ошамый. Нет, никто не ест. Ким ишлемий. Значит, слово «кто» – это «кем». А как сказать «не работает»? Ишлемий. Да, значит, это у нас «эшля», отрицательная форма «он», «эшля», «ми». Эшли мы. Кто? Нет, это мягкое.
Это мягкие. эшлеми. Поэтому эшлеми. Ул, или есть такое еще слово шул, тот. Кем эшлеми, шул, Ошам. кем эшлеми, шул, ошамы. Вот такие фразы надо сразу прямо в подсознание загонять. И не потому, что вы согласны с этим или не согласны. Просто хороший грамматический пример. Вы помните, мы говорили, что окончание в твердом варианте «на», в мягком варианте «не» – это свидетельство чего? Что это объект. Ну вот вы помните без «не», «нас», «сес», «не», а «олар», «они», «их» как будет? Их? Да, «их». Кого Оларны. их? Оларны. Оларны. Да, вот это. Это относится и к существительным. Просто местоимение – это частный случай, где это правило проявляется. Посмотрим еще, попробуем одну составить пословицу. Слово «человек» – кеше. А как сказать «человека»? Кого? Человека. Кешне. Кеше. Кешена. Да, кого? Его. Вот. И если я вам назову еще один глагол, а вы его поставите в правильной форме. Учить, в смысле обучать. Öğretirge. Öğrete. Корень öğret, öğret. Эритерге. Да. Значит, как сказать обучают? Öğretiler. Да. Значит, учит или обучает. Öğrete. Сразу делаем вывод. Понимаете, по одной форме можно угадать все остальные. Значит, я обучаю. Min öğretmen. Тем, да. Öğretesin и так далее. Но пословица выглядит таким образом. По-русски это звучит так. На ошибках учатся. А по-татарски ошибка учит человека. Ошибка это хота. Хота кишене öğrete. А как сказать, вот спрогнозируйте, потому что в чем достоинство, большой бонус татарского языка, ну практически нет никаких отклонений. Вот увидел какую-то форму, а про нее все можно сказать. Как сказать не учит? Öğretmen. Öğretmi. Редми. Да, все, раз мы увидели такую форму, значит отрицание. Öğretmi. Еще можно сказать ката кешне эрете түгел. Нет, зачем тугель, когда вот не учит? Вот если вы хотите сказать, что кого-то ошибка не учит, кто-то на ошибках не учится. Ну, некий он, мы-то все учимся. Скажем, как сказать, он на ошибках не учится. То есть ошибка его не учит. Хата Они. Она оны этерми. öğretmi. Редми. Но пословица есть, а в русском тоже. Яйца курицу не учат. Как будет яйцо? Юморка. Да. Вот, а если мы знаем, что курица это товык, то как мы скажем курицу? Tavakna. Да, то есть что присоединяем? Мы видим, что явно здесь такой твердый вариант. Мы видим, что здесь твердые звуки, да, товык. Значит, вот из этих двух вариантов курицу, товыкна, и получаем юморка, товыкны, öğretmi. Яйцо курицу не учат. А скажите, пожалуйста, как понять, где и кратко есть на конце или нет? Это шамы или ашамы? Иратми, иратми. А, помните, значит, есть закон сингармонизма. Твердый вариант, мягкий. В твердом варианте ашамы. Кратко. Вот это здесь все звуки твердые. Ошам, ошам. Твердо так. То есть, когда твердый и кратко. Да, а справится. когда такой мягкий, эрет, кеше. Вот понятно. Здесь, да, эретми. Эшлями. Вот смотрите здесь. Эшлями. Это, ну, фонетическое звучание. Почему они называются твердыми? Просто по фонетическому звучанию. Твердые звуки или мягкие. Поэтому, если мы знаем, что вот ошорга, да,
Ошарга – это все твердые звуки. Значит, ошамы. А если эшлерге, там все мягкие, то, соответственно, будет эшлеми. Эшлеми. Дмитрий, у меня вопрос. Смотрите, вот последняя пословица. Яйцо курицу не учит. Зачем мы к слову «тавок» курицы добавляем «н»? Это что? Это направление кому именно? Вот Кого? кого? Или определение, чьи яйца не учат? Нет. Это определение «кто» – субъект. Это объект «кого». Кого? А это то, что не учит. Ну и, соответственно, «ны» или «не» определяет мягкое слово или твердое. Да. То есть вот слово «человек» – кеше. Это мягкие. Ну, переведем тогда в более, чтобы не в курицу, чтобы закрепить. Например, ребенок, да, бала. Бала. Емарка, баланы. Да. Ага. И так, Да? так везде там. Да, потому Или, что бала – например, это твердый. арину, значит, это аринын. Аринанна. Аринанне. Аринаны. Вот. Не или не? Не. Арина не. Окей. Спасибо. Хочу еще раз проиллюстрировать мысль о том, что по одной форме, вот в русском языке это невозможно. В русском языке там назовешь какую-нибудь форму, шел, все. Какая-то неопределенная форма идти. Где шел или идти. А здесь все вот взял. Вот смотрите, если я сейчас напишу татарский глагол в повелительной форме единственного числа, а вы попробуйте развернуть все остальные формы на основе того, что я написал. Вот как он выглядит. Я только по Юрга. на коме знаю, что это означает в языке. И что же это на коме? Выпьем. Так. Ну, это тоже о жидкости, но немножко в другом варианте. Ю значит мой, в смысле вымой. Ну, у кого есть версии, как этот глагол можно проспрягать? Юрга. Мыть юрга. Один звук. Юрга. Юрга или юрга. Нет, давайте его спрягать. Значит, во-первых, как вам кажется, если я скажу ю, это твердо или мягко? Наверное, мягко. Да. Ты Это, мой. смотря как я скажу, а если я скажу ю, Феверистная. Ну да. да, повелительное. Мой, вымой. Мой не в смысле ты мой, а ты мой. Не, это твердый. Юам. Мим юам. Гениально. Это все-таки в русском языке же ю это вроде мягкое гласное. В русском много чего. Русский учим, да? Вот здесь. И как? И В русском- она мягкая. В Юрга. русском сингармонизма нет. Юрга, значит. Ну, Это нет, это на самом деле. Дело в чем, что буква-то одна, Я моя но звуков здесь два. Вообще говорит жу. То есть, если бы в кириллице не было специальной буквы, мы бы писали это вот так. Это просто Кирилл и Мефодий, хитрые, придумали вот такую специальную букву. Так вот, значит, Арина вышла на гениальное решение. Как воспрягается этот глагол? Я мою, ты моешь и так далее. Ну, так же, как мин юам, син юасм, у юа, без юабес, сез юасез, алар юаллар. Гениально. Откуда там буква А взялась после Ю? Добавляется. А потому что, смотрите, Кирилл, вот у нас онет, да? Что мы прибавляем к онет? Там. Все по правилу. Это в случае твердости. Это в случае твердости. А можно слово танцевать по-татарски? Я вот голову Жирге. себе ломаю. Значит, смотрите. Итак, Минбиим. это твердое, да? Значит, а как мы образуем от него отрицательную форму? Я не мою, ты не моешь. Юмы. Нет. Я не мою. Юмы. Мин Да. То есть я напишу только по одной форме. Юам. Дэвид, понятно, откуда это взялось? Да. Все, к корню мы прибавляем вот то самое ам. И к корню мы прибавляем в отрицательной форме тот самый элемент мы.
вопрос пока не прошли вот это. А как будет вот сам глагол мыть? Чисто мыть. Юарга. Юарга, правильно. Вы имеете в виду неопределенную форму? Да, неопределенную форму. Юарга. Окей, правильно. Тоже, да, по правилу, когда мы видим вот такое. Это просто, я привел это как экстремальный случай того, что по одной букве, но эта буква в данном случае представляет корень слова, мы можем вывести, расшифровать все, что вокруг него находится. И это такой большой бонус при изучении татарского языка, что вроде форм много разных, но зато есть четко, можно спрогнозировать, что в каком месте у этого слова вырастет. Чтобы проиллюстрировать, во-первых, этот глагол, а во-вторых, эту форму окончания винительного падежа, то есть каким образом объект работает, концепция объекта. Вот если я вам напишу одно слово, а вы допишете, чтобы получилась целая пословица. Твердая. Кул – это что означает? Рука. А как сказать? Рука руку моет. Кул, кулна, юа. Да? Да? Кул. Кул-кул-на юа. А вот почему. Или смотрите, у нас корень ю. Какие окончания мы прибавляем? Кул. Улма. Ам, асан, абыс, Просто А может быть? ан, Кул-кул на кулны. юа. Совершенно верно, да. А мне послышалось просто. Нет, ничего лишнего. Кул на юа. Это уже клево. Почему так важно вот такие словосочетания учить? Во-первых, они серьезно оживляют речь. То есть не просто начинаешь там склеивать эти глаголы, вспоминать, что на каком месте стоит, а какие-то живые структуры, которые это готовые мысли или готовые эмоции. А во-вторых, каждая пословица иллюстрирует какое-то грамматическое правило или какие-то фонетические особенности. То есть вместо того, чтобы просто зубрить правила, где там, что в твердом варианте, сингармонизм и так далее, просто берем кешене и тавакне. И вот нам готовы. Это две пословицы, существующие пословицы. А если руки, да, моют, то это уже множественное число будет. А так рука руку моет. Арина, сколько у нас накопилось глаголов? 19. Вау. Вот это уже достаточно приличный список. Обратите внимание, почему настолько важно было нам сразу определиться вот с этими типами. Если бы мы просто взяли списком там, те же 19 или больше или меньше глаголов и просто выучили эти неопределенные формы, мы бы очень мало про них узнали. Мы просто узнали, что вот есть такие глаголы. Но для того, чтобы мы могли с ним образовывать огромное количество разных комбинаций, а именно комбинации учат нас чувствовать это механизм, каким образом язык работает, мы получили возможность, вот на примере ю, овладеть этим механизмом, как раскрутить все, что там есть. И это только начало, потому что, конечно, есть и другие формы, которыми мы будем заниматься. Кроме глагола, мы уже ознакомились, как в случае местоимения и в случае существительного мы можем образовать. Это был первый падеж, кроме основного, с которым мы познакомились. Он выражает смысл объектности. Начали мы с местоимений, да, мине, сине, оне и так далее. И увидели, что этот же принцип отражается и в существительных. И он, кроме того, иллюстрирует вот эту двойственность, вызванную фонетическим законом сингармонизма. Что мы сразу угадываем, твердый вариант или мягкий. И в глаголах то же самое. Твердый вариант или мягкий. И, собственно, это то, что не требует знания очень большого количества слов. Потому что каждый из этих глаголов в сочетании с местоимениями дает нам огромное количество комбинаций.
И я очень рекомендую время от времени находить пару минут, чтобы парочку глаголов проспрягать. Это будет очень способствовать не просто усвоению этого правила, а выводу этих механизмов на автоматический уровень, к чему мы и стремимся. Все только начинается, а сегодня сау булыгыс. Сау булыгыс.